Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас в гостях наш уважаемый гость Ишмурат Хазрят Хайбуллин, всем вам знакомый, мы неоднократно встречались. Салам алейкум, Ишмурат Хазрят. Алейкум ассалам, Руслан и все зрители канала. Ишмурат Хазрят, давно не общались. Думаю, что нам есть что обсудить, потому что жизнь идет, события бегут, наверное, можно так сказать, различные, в том числе и у нас в Башкортостане, в башкирском обществе. И сегодня я хотел бы так с тобой обсудить более, наверное, такие не текущие проблемы, которые есть, местечковые, а такие более глобальные, но которые касаются нас, башкир, в первую очередь. И вот начнем с того, что буквально недавно Росстат засекретил данные о том, что, вообще засекретил данные численности населения Российской Федерации, скрыл какой прирост, какая убыль, вообще все эти данные убраны. Вот это как бы с привязкой все это к Башкортостану, вот как ты считаешь, почему так происходит, что вообще происходит? Бисмилля. Во-первых, я, насколько понимаю, статистика скрывается вообще в России. Если так отслеживать разные каналы экономистов, других, статистика скрывается. Это же национальная забава и особенность Руси, Российской империи, Федерации, все скрывать, все в таинственность окутывать, да? Если у них там как бы какие-нибудь соревнования с Америкой, они там и догоняют, и перегоняют. Если у них где-то там война идет, то жертв нет, а со стороны противника там почти все уже побеждены. Достаточно вспомнить, да, начало войны, помнишь? Там Сталин или Молотов там говорил, враг почти разбит уже, какие-то там силы сопротивляются. До абсурда, до бреда доходит. То есть это особенность страны, все скрывать. А в последнее время, сами исследователи жалуются, мы уже сами не понимаем. То есть не простые такие исследователи, а кто вот у власти находящиеся, мы уже и сами перестаем понимать. И социальные настроения, цифры, и про экономику, про все. И вот в общем ключе, в том числе демографические данные. Тут, знаешь, Руслан, я смотрю, сразу возмутились нацистские каналы. Ткачук аж там записал ролик, говорит, именно по этому поводу. Просто засекретил. Я напомню нашим зрителям, что Ткачук — это руководитель русской общины. Да, известный тип. Буквально вчера просматривал один его ролик. Он возмущается, что засекретили именно данные по демографии. Он почему возмущается? Он говорит, неуклонно падает численность государствообразующего этноса. Нас, русских, он говорит, каждый год на 1 миллион. Возможно, это немножко преувеличено, но тем не менее. Возможно, связано именно с этим, такой немножко нацистский посыл, чтобы не показывать, как сокращается численность именно русского населения. Кстати говоря, вот эти регионы, где плотно проживают именно русские, да, там идет спад. Я про это много и роликов смотрел, как вымирают села, наблюдается отъезд, вообще. Возможно, связано с этим. Но, наверное, все-таки причина более глобальная. Нельзя показывать общее сокращение численности, в том числе из-за, сами знаем для чего, да, из-за этой войны. Пока что такие мысли. Я бы здесь добавил еще к тому, что вообще, я неоднократно об этом говорил в своих видео и продолжаю утверждать, что сам по себе русский проект, вот этот русский цивилизационный проект, он потерпел крах, потерпел неудачу, и его именно привели к краху те силы, имперские силы, которые находились на протяжении больше 100 лет. Начнем с момента крушения Российской империи,
прихода, мы напомню своим зрителям, что на момент крушения Российской империи население Российской империи было одно из самых быстрорастущих в мире. Там огромное количество населения, огромное количество молодежи. И когда пришел крах Российской империи, рухнул по объективным причинам, вот, пришли новые имперцы под личиной коммунизма, начали проводить эксперименты со страной, участвуя там устраивая там различные, во-первых, гражданская война, а потом различные войны, голодоморы, всякие репрессии, ГУЛАГи, куда загнали там несколько миллионов человек. Потом начало войны, в которой точно так же виноват сам Сталин и его руководство, нисколько не меньше, чем Гитлер. То есть они оба виноваты из-за того, что они начали эту войну. Вот. Плюс вот этот вот социальный, вообще эксперимент с построением социализма, потом все это не выдержало, рухнуло, пришли к власти так называемые либералы-демократы, но по итоге остались они теми же самыми коммунистами, потому что вся бывшая верхушка партноменклатуры, верхушка КПСС, вся она осталась точно так же, просто партбилеты сдала и снова возглавила страну. Вот, все они находились на руководящих постах в этом КПСС. Плюс они еще тут сюда добавили идеологию вот этого Российской империи, имперства. Все это накачали, обворовали страну. Вот недавно тут заявляли, что, оказывается, с момента нулевых годов, то есть с момента прихода Путина, когда нефть подскочила в цене, и до 2014 года Россия заработала на нефтяных и газовых доходах более 3 триллионов долларов. Это сумма, просто гигантская, которую можно было там пустить в развитие, и страна, у нас сегодня нормально, может быть, развивалась бы, да, но они пустили ее на яхты, на дворцы, всякие самолеты, на самолетах там своих собачек возили на выставки. Сейчас война, где 300 миллионов в день долларов уходит. Вот. Это все привело к краху, потому что население устало от нищеты, не хочет рожать, плюс война, которая уносит жизни там практически 1 миллион погибших, да, утверждают независимые источники. Больше 1 миллиона уехало из страны. Это вот крах. Население стареет русское, в первую очередь русское население стареет, оно не хочет рожать. Больше 50% русского населения это пожилые люди, пенсионеры. Молодежи совершенно мало. Детей практически не рожают. Два ребенка это еще очень хорошо. Там один ребенок в семье, либо вообще не хотят рожать. Такой потребительский образ жизни. Вот это я называю цивилизационным крахом. Русский проект, он потерпел крах. Вместо того, чтобы расти, развиваться, привлекать своей красивой, развитой экономикой, своей развитой культурой, привлекать другие страны, чтобы там Украина присоединялась, сама добровольно присоединилась, Белоруссия там, пусть не присоединилась, но, по крайней мере, была бы в дружеских отношениях с Россией, и, соответственно, русский проект, как более такой глобальный, он бы пытался бы ассимилировать, да, то есть это soft power, да, вот эта мягкая сила, через мягкую силу он пытался бы ассимилировать там. Они настроили против себя всех, кого можно. Русский язык на сегодняшний момент во всех бывших советских республиках, странах, он практически исчезает. Население переходит на свой родной язык, вытесняется русский язык. И даже в большей степени не из-за того, что они переходят на свой родной язык. Это тоже есть. Но в первую очередь из-за нелюбви к России, из-за вот этих их имперских амбиций, постоянных угроз, оскорблений и так далее. То есть и памятники Пушкину для чего сносят все это в странах. Вот я считаю, что они потерпели крах, и сейчас, когда население по 1 миллиону в год, действительно есть такая цифра, что по 1 миллиону в год она исчезает, а работать кому-то надо, потому что страна огромная, просто гигантских масштабов, самая большая страна в мире, которая просто невозможно таким маленьким населением. В СССР было 250 миллионов, если кто не знает. Сейчас у нас там меньше, официально 140, но я думаю, что намного меньше. Такого населения просто не хватает на такое количество страны, тем более, где половина населения старые.
И вот я считаю, что они потерпели поражение, как и вот цивилизационный проект. Поэтому они вынуждены завозить мигрантов. Русские, сами по себе, русские националисты против этого, думая, как бы, возможно, я не знаю, то ли они не понимают основных причин, почему завозятся мигранты, то ли они делают вид, что не понимают, и таким образом пытаются там деньги качать с власти, там как-то там быть популярными. Но это же ясно, понятно, что, то есть, мне кажется, любому логическому человеку понятно, что либо им самим нужно рожать как можно больше людей, но силой, как они сейчас хотят заставить там 16-летних школьниц рожать, там запрещать то, запрещать это, там какую-то пропаганду, идеологию вводить, это же невозможно так население заставить рожать. Вот. Либо им приходится тогда, чтобы удержать страну как-то в более-менее нормальном состоянии, завозить мигрантов, по-другому никак. Либо есть третий проект, о котором я скажу позже. Вот как ты считаешь, ну, так оно или вот, ты согласен со мной или нет? Если мы рассуждаем в общем об этом русском проекте, да, Руслан, иногда вот пытаясь как-то идентифицировать, на кого они равняются, кем хотят быть, ты сам впадаешь в ступор. Ну вот, оглядываясь назад, как вот историк-любитель, были разные проекты. За царя, отечество, самодержавие, да, когда-то у них лозунги были. Потом они строили рай на земле, то есть коммунистический. Потом, ну, сейчас у Дугина какой-то свой проект. То есть, видите ли, они хранители традиционных ценностей, весь мир погряз в разврате. И вот есть такой проект, как Катыхон, да, спасение мира всего. И поэтому, когда смотришь, вот чего они хотят, ты сам никак не можешь понять, к чему они идут. У нас, знаете, есть коммунистический проект. То есть 9 мая страна напоминает Советский Союз. То есть красные флаги, вот эти Т-34. Деды воевали, да, детей даже в колясках там наряжают этих танкистов. Потом начинаются разговоры про православие. Давайте домострой введем в школы. И вообще надо женщин бить. И вообще женщина там не человек. Ну как, раньше так и относились, в принципе, это же не секрет. Потом бац, с другой стороны какой-то проект, что надо рожать. Даже девочкам. Ну подожди, ну если, то есть должны быть традиционные ценности. Вообще отделим там мальчиков, девочек и вообще там как бы, ну, должно быть православие. Тогда как они будут рожать? Ну, 16 лет, ну, по-нашему говоря, никах, без никаха, да, вот в этом блуде. То такие разговоры начинаются, что ну, в дискотеки же надо ходить. Вот сейчас в дискотеки не ходят, а сидят в смартфонах. Поэтому, то есть это такой тотальный бред. У нас сейчас попы освещают Сталина. Вот где Сталин и где православие, да? Что он, Сталин, делал для православия? Это такой, это как вот какой-то глупый сон. Человеку снится какой-то бред. Там картина мелькает из какого-нибудь 37-го года, картина мелькает из каких-нибудь там крепостных веков. Ну, вот так. Поэтому ты правильно говоришь, именно русский проект, если вот так мы назовем, он потерпел крах. Чем-то же надо привлекать. Если ты строишь такую империю, кстати говоря, вот слово империя сейчас же они без стыда говорят, да, это же ну, у Дугина это звучит, у каких-нибудь условно там Толстых. Именно империя, они говорят, да, мы империя. Везде, где наш сапог, это наша земля. Ну, примерно вот так. Но если ты империю строишь, она должна чем-то привлекать. Любая империя, она чем-то привлекала. Сейчас, конечно, империи нет, но есть такие большие образования, цивилизационные, культурные, экономические в том числе. Но они чем-то привлекают. Чем привлекает, например, Европа? В Европе безопасность, в Европе не бомбят. В Европе ничего в голову не прилетит человеку, да? Есть права человека. В Европе человек может работать. Никто там за прослушивание музыки не отстирает плетью. Ну, или если, допустим, человек хочет там в какой-нибудь условный цифровой концлагерь, ну, китаец, да, ему нравится вот Китай,
Он едет, чем-то привлекать должен проект. А вот русский проект и империя новая, неоимперия российская, она чем привлекает человека? Ну, нету никаких предложений миру. Вот, поэтому как бы я пытаюсь постоянно русским говорить вот о том, что вот ваш проект, который вы пытаетесь насадить всем народам и вообще на всю страну, ну и вообще показать всему миру, он неосуществим. Он неосуществим в силу того, что он просто ну, нереализуем из-за того, что вы просто исчезаете как народ. Я понимаю, если вы плодились бы там, у вас в семьях было бы по 10 детей, у каждого там, ну, как минимум хотя бы 6-7 детей, и вот вы росли бы в численности, вы могли бы, по крайней мере, вот численностью задавить всех. Да? Но и этого сейчас не происходит. Вы как бы исчезаете. Мало того, вы уничтожаете точно такой же славянский народ, который мог бы, да, то есть увеличить, вот, скажем так, ваш проект, по идее. Но вы его уничтожаете, носители этого проекта, как бы, плюс они уничтожают вас, то есть вы друг друга уничтожаете, и, то есть, единственное, что и нас пытаетесь, да, то есть, как бы, пытаясь нас ассимилировать, не через эту вот эту мягкую силу, soft power, да, который, как это пыталось сделать там Советский Союз, то вы это делаете в агрессивной форме, навязывая нам, что мы русские башкиры, русские чеченцы, там русские якуты, татары и так далее. Навязывая нам православие, устанавливая у нас везде кресты, там мечети, церкви ставите, там запрещаете нам мечети строить. Когда, то есть, ну вот это все, как бы вот это в агрессивной форме вы нас пытаетесь, да, убедить, что мы русские, и мы должны как бы вот встроиться в ваш цивилизационный проект, этот русский. Это не получится, это как бы, ну, у вас просто для этого нету сил. Просто вы как бы как слабый, вот если брать просто в форме обычного человека, вы больной, старый человек, который пытается, вот, ну хорошо, там не один, вас там 5 больных старых людей пытается двух здоровых как бы молодых парней, пытается убедить, вот как бы победить, да, как-то пытаетесь нас. Ну, это нереально. То есть вы умираете как нация. То есть вы исчезаете, вы не ассимилируете, вы исчезаете просто, да, в численности исчезаете. И ваш единственный шанс это создать свое отдельное русское государство на какой-то отдельной территории. Собрать туда пока оставшийся, вот еще не исчезнувший вот этот русский народ, и строить свой отдельный какой-то там мир, какой вы хотите, там национальный мир, там развивать свою культуру, свои традиции и так далее. На всю Россию вас просто не хватает физически. Посмотрите там, если я не ошибаюсь, за последние там, 20 лет Дальний Восток, Сибирь, они там в численности упали там, катастрофически. Русские оттуда уезжают максимально. В центральных губерниях то же самое, то есть, да, вот, все. И вам нужно отдельное русское государство. Отстать от других, от всех. Строить свое, не считать Россию своей всей страной, там, империя, что это вот ваш дом чисто, русский дом. Нет. То есть, и они же как бы, вот я еще что хотел сказать, как историк, недавно вот читал книгу, анализировал и дошел до таких мыслей. Вот они постоянно опираются на, говорят, что мы Третий Рим. Третий Рим, а четвертому не бывать, как они говорят, да, вот, и они как бы себя считают продолжителями Византийской империи. И Византийская империя, вот, я так посмотрел, тоже проанализировал, почитал других историков, и есть такой поразительный вывод, что за более чем тысячелетнюю историю Византии они после себя не оставили ничего такого, чтобы вот, чем можно было бы гордиться, как вклад в развитие цивилизации. Абсолютно ноль. Вот если греки там, они принесли, там, ну, есть различные изобретения, там, да, там, всяких Архимедов там, и так далее, там, потом они право там внесли, демократию придумали, потом римляне, да, то есть римское право, там, строили дороги и так далее, то есть вот это вот развитие цивилизации римское, оно шло там на весь европейский континент. То есть они после себя искусство очень большое там оставили после себя, скульптуры, там, здания различные красивые. Что оставил после себя Византия?
вот историки действительно проанализировали, ноль. Они действительно, это вот до такой степени ущербная такая империя была, где, во-первых, не было узаконенного престола наследия, и каждый император, в принципе, приходил к власти через свержение другого императора, убивая братьев своих родных, убивая там, уничтожая, вырезая там тысячами, сотнями, десятками тысяч, сотнями тысяч людей. То есть вот эта империя, она была, ну такая, знаешь, аморальная, вот, бескультурная. Она была, единственное, что у нее было, это вот на что Дугин напирает, это вот духовность, якобы. Вот эта духовность, скрепы, воцерковленность, вот все связано с религией. А вот что-то цивилизационное нести в мир, этого не было. Была единственная там византийская хитрость, когда они стравливали народы друг с другом, за счет этого как-то пытались удержаться. Но постепенно они, как империя, херели, слабели и слабели. И в итоге, пока Османская империя их просто не завоевала, там они превратились уже в последние там 150 лет, это было просто вот государство, город-государство, маленькое город-государство, которое там держалось за счет действительно своих крепостных стен и, ну, и своего положения географического. Вот, поэтому неудивительно, что сегодняшняя вот элита русская, российская элита пытается подражать Византийской империи, которая на самом деле ничего миру и не дала, кроме вот войн, всяких там интриг, хитростей. Никакой цивилизации, там, пользы для цивилизации не было. Ну, да, этому Риму кто только не пытается подражать, да, в курсе же, да, Да. что румыны тоже, вот, говорят, это же одно и то же слово, этимологически, морфологически, типа, вот, мы наследники, они говорят, ну, Румыния какая-нибудь, немцы долгое время претендовали, ну, Священная Римская империя, и много кого. С чего это современная Россия вдруг претендует, это не совсем понятно. Тут... Ну, может быть, если с Ордой сравнивать, вот с Ордой, как наследники Орды, кстати говоря, они же этого никогда не скрывали. Ну, тут еще, Мурат Хадырович, ладно там, да, скажем, подражать Римской империи, настоящей Римской империи, которая действительно, как я сказал, там миру дала много чего, открытий различных, там ученые были, там политики и так далее, и так далее. Ну, все их имена вот этих вот известных ораторов, да, вот мы знаем различных известных. То есть мы их, Демосфен, там, да, вот греческие ораторы, мы, Цицерон, там, да, римский вот этот известный оратор, мы их всех знаем, то есть они оставили вклад какой-то, книги писали какие-то, да, на которые до сих пор изучают. И им, если подражают, пытаются подражать немцы, там, да, как там, румыны, то же самое, еще понятно, то есть там есть чем гордиться. Но чем гордится Византийская империя, которая ничего не дала миру, но вот этим, то, что Россия гордится, это, в принципе, показательно. То, что бездуховные гордятся бездуховными. То есть, да, те, которые не дали ничего миру, пытаются гордиться тем же, что не дало ничего миру там, за более чем тысячную там, историю. Ну, в принципе, логично все. Конечно, все смешно, очень смешно. Если вот, Римская империя, ну, первых веков, она дала миру дороги, да? То есть военная машина такая, военная доктрина, тактика войны и дороги. Оказывается, до сих пор в каких-то так местах сохраняются дороги от Римской империи. Люди говорят, ну, понятно, что это не такой асфальт, но по ним можно ездить. То есть, говорят, такие, ну, мощный бетон, что там была дорога, построена Римской империей. Вот. А в России дороги это что? Это же известная шутка. Это дороги, которые осенью строятся, и весной их просто нет. Сносит или размывает. Смотри, вот дальше, если в тему развивать, то есть по демографии, вот давай перейдем к демографии башкир и Башкортостана. У нас население Башкортостана 4 миллиона, да, считается. Вот, ну, считается одна из таких крупных, наверное, национальных республик, многонациональная, у нас 3 крупных народа. Вот башкиры. Вот как ни удивительно, все-таки башкиры, несмотря на всю, скажем так, ущербность этой империи сегодняшней, этой власти, которая пытается ассимилировать, прям нагло ассимилировать народы,
манкуртизировать их. Все-таки башкиры, как бы то ни было, да, они, конечно, поддаются, они уменьшаются в численности, но это уменьшение в численности не такое большое, как с другими народами, по сравнению с другими народами. Мы все-таки как-то вот держимся еще, баланс. И вот буквально недавно тут я слушал видео, гуляет Амира Сосетлинского, по-моему. Он говорил о том, что, рассказывая про татар и башкир, почему как бы они, ну, сейчас вот настолько как бы русифицированы стали, он говорит, ну, это, говорит, их беда в чем? То, что они, говорит, находились в центре России, находятся в центре России. И они, говорит, намного, говорит, столетий раньше нас, кавказцев, приняли удар на себя со стороны русских. И попытка там и христианизации, и попытка ассимиляции. И то, говорит, они держатся как бы до сих пор. Вот. А мы-то, говорит, намного позже, говорит, там, мы там в конце 19 века, 1850-е года, там была Кавказская война, когда их там окончательно там завоевали. Вот. И поэтому, как бы, мы, говорит, еще более-менее так сохранились. Плюс мы, говорит, находимся на окраине империи. Вот. Вот как ты скажешь о наших башкирских, скажем так, ну вот, если взять жизненные силы народа, да, вот насколько жизненная сила нашего башкирского народа еще сохранилась, и поддается ли она ассимиляции или не поддается еще более-менее, как ты? Насчет того, что мы одними из первых приняли удар после, собственно говоря, самих русских, да, Иван the Terrible, Грозный, он сначала и русских там помножил на ноль в первую очередь, да, самый страшный удар и самое большое горе он в первую очередь самим русским принес. Да, Да, и потом Новгородская пошел, республика, да, да? да, на ноль, там какие они при этом пытки устраивали, забавы, это вообще отдельный хоррор. Мы приняли первыми удар, да, вот, и Суворову, если я правильно помню, приписываются такие слова, что башкирские войны отложили экспансию дальнейшую на 100 лет, да, то есть это же действительно так, ну, там, войны Карахакал, а потом и Салават Юлаева, это вот конец 18 века, а до современной Средней Азии, ну, дошли как раз в середине только 19 века. Да, 1870 год, окончательное завоевание Центральной Азии. Да. И Кавказская война, которая более 50 лет шла, именно она на Кавказ пришла, ну, после нас. Я это, кстати говоря, часто самим кавказцам говорю, вот когда такие разговоры начинаются, вот, татары обрусевшие, башкиры больше, чем мы обрусевшие, на своем языке не говорят, там в семьях теряют. Я говорю, ну правильно, но мы же задержали на 100 лет вот этот добрый пушистый русский мир, как бы мы удерживали от вас 100 лет. Потом они пришли к вам. Кстати говоря, вот если мы про кавказцев заговорили, вот те процессы, которые проходили у нас, ну, в наших семьях, в поколении наших отцов, вот эта тотальная русификация, переход на русский язык, утрата культуры, ценностей, у них, Руслан, это происходит вот сейчас, вот в этом поколении. Маленькие вот дети кавказцев, они тоже переходят на русский язык. Понятно, что по другим причинам, там, мультфильмы, СМИ, ну, всякие игры. Школа. Но, тем не менее, тот же процесс идет, да. Про школу там известный генерал говорил, то, что не успел сделать русский штык, сделает русская школа, да. Вот так. Мы, конечно, первыми приняли удар, и у нас последствия пострашнее, чем где-то в Средней Азии. Казахстан до сих пор еще вот восстанавливает свой язык. То есть отход от русского языка для них оказался труднее, чем им казалось. Ну, это пишут, несмотря на то, что сколько лет уже независимые государства, они стараются вернуть казахский язык, да? Сколько там у них программ репатриации. Ну, и тем не менее, все равно многие казахи пока вот говорят на русском уже в каком-то поколении. Но это ладно. Но факт, что у нас, конечно, проблемы глубже,
Ну, да, там лингвоцит. по демографии что ты скажешь по башкирам? Вот по демографии мы, конечно, не специалисты, мы тем, что есть, оперируем. Ну, радует хотя бы то, что нас больше миллиона. Миллион это такая хорошая, большая цифра. Кстати говоря, монгол, которые захватывали Китай, потом дальше катком пошли. Вот самих монгол, их плюс-минус и было, наверное, миллион. Просто они не расходовали своих людей, своих солдат. Они привлекали наемников, ставили на первые ряды. Ну, да, это история же. То есть они пускали в первые ряды тех, кто... А, кстати говоря, заградотряды, получается, это они и придумали, да? Это как сейчас русские отправляют наших башкир, да, в первых рядах. Да. Вот я и говорю, наследники Орды, если по разным маркерам проследить, на что больше похожа вот эта империя сегодня выстраиваемая, она больше на Орду похожа. Мы, короче говоря, у нас все равно в плане количества еще не такая страшная картина. Есть народы, которых там 300 тысяч, может 200 тысяч и даже меньше 100 тысяч. Вот как они будут освобождаться от тисков, это как бы отдельная такая. Например, коми, да, язык коми. Я, честно говоря, глубоко не изучал, есть ли такие прямо поселения большие, где на языке коми говорят. Ну, тоже один из исчезающих и народов, и языков на территории России. У нас не так мало, конечно, да. Миллион это такая утешающая цифра. Больше миллиона, гораздо больше. Но вот насчет языка, да, мы про это говорили. Есть о чем беспокоиться. Есть о чем беспокоиться, конечно. Ну, вот ты правильно, Хазрат, сказал по поводу того, что мы не можем оперировать какими-то статистическими данными, их просто нету, их скрывают, и той переписи, которая была, не знаю, я сомневаюсь, что ей стоит верить. Вот. Я считаю, что все-таки то, что есть в переписи, это точно не объективно, и я думаю, что у нас, я несколько раз говорил об этом в своих видео, скажу еще раз, я считаю, что у нас в Республике Башкортостан на самом деле русских намного меньше, чем сейчас они представлены. Потому что если посмотреть по предыдущей переписи и вот последней переписи, то видно прям как русских просто, скачок, рост скачка, там больше 100 тысяч там у них прибавилось. Хотя, это же не так. Видно же, что, во-первых, семьи у них явно не многодетные. Явно в их семьях детей меньше, чем у башкир и у даже татар. И даже вот есть же вот эта статистика, там, сколько там должно, там 2,1 должна быть, да, там для того, чтобы... Да, для успешного развития, как бы, да, своего народа, то есть рождаемость должна составлять 2,1. То есть у них, у башкир, по-моему, 1,7, 1,8 на сегодняшний момент, у татар там, по-моему, там 1,6, у русских самые меньшие, в общем, да, вот. И в Республике Башкортостан имеется в виду. Вот. Уже опираясь вот на это, уже невозможно сказать, что они как бы там в численности, что они рожают больше. Это первое. Во-вторых, вот я вырос в русском селе. Я вырос в русском селе и просто могу опираться на конкретные данные. Вот. Как говорится, на то, что ты сам видишь. Вот. А у нас в классе было 2/3, в моем классе было 2, я рос в русском селе, и, соответственно, русская школа, и русское население, конечно, смешанное население, там и башкиры, и татары, и чуваши, но большинство русские. То есть 2/3 русские, остальные как бы вот так. Вот. И в моем классе было 2/3 также русских, и где-то 1/3, наверное, там татары, башкиры, вот так. Вот, и из тех, кто там в моем классе учился, из русских, из них никто не остался в республике. Не то, что в селе, не то, что в районе, в республике не остались. Все уехали, кто в Екатеринбург, кто на севера, кто там в Крым, кто в Москву. То есть, нет, по-моему, 1 там или 2 остался. Но очень мало.
Очень мало осталось русских, остальные практически все разъехались. Вот. Это показатель того, что вот, ну, русские они не остаются в республике. Просто не остаются. Либо они концентрируются вот в больших крупных городах, и откуда потом все равно переезжают. Не они, так их дети начинают переезжать в такие более успешные, там более богатые города, такие как Москва, там Санкт-Петербург. Вот. И поэтому уезжают. Люди русские бегут из таких бедных стран, бедных регионов. Плюс, если посмотреть на русские села, русские деревни, маленькие деревни. У нас, вот, допустим, у нас в Ишимбайском районе, они практически их не осталось. Там народу, населения не осталось. Там сейчас остались одни доживающие свой век пожилые люди, пожилые русские. Эти маленькие деревня русские, даже не маленькие, средние, наверное, деревня, они превратились все в такие дачные поселки, куда летом еще приезжают в отпуска, там дети этих бабушек, дедушек, там внуки на лето, вот, а как-то там еще живут, а зимой все, там вот одни пожилые люди, многие закрыты практически деревни, там 1-2 человека живет, то есть все, их практически не осталось, а у нас как бы молодежь еще в деревнях есть, у них нету этого, то есть это показатель того, что, ну, русские действительно уезжают. И тут резкое увеличение, больше, чем на 100 тысяч по переписи, по последней переписи русских, но это явно, я как бы в это не верю. Я в это не верю. Я, кстати, какое-то время пожил в Угарчинском районе. Вот та картина, которую ты описываешь, такая же. Можно вот ехать, те, кто знают те края, асфальт, в сторону деревни Бабая, Муртазы, Рахимова. Вот знают эту дорогу, да, там. Таваканова? Таваканова, да? Да, в сторону Таваканова. Вот там, когда едешь, справа-слева лежат деревни. Как-то через одну там русский поселок, потом башкирская деревня, русский. Все названия я не помню. Вот такая же картина, какую ты описываешь. Ну да, эти русские села, они просто пропадают. У тебя в Учелинском районе, вот я знаю. Знаешь, вот есть такая ветка науки же, как этнопсихология, психология, которая изучает социальные процессы там, поведения народов в кризисные какие-то моменты, да, как себя народ ведет. Вот я слышал от одного серьезного такого исследователя, он всю жизнь прожил в Башкортостане, что у русских, говорит, есть такая особенность, что когда их становится где-то 30% и дальше, ниже, начинается их массовый отъезд из этого города, там, республики, региона. Ну, вот так, это действительно, ну, никуда не денешь. То есть у каждого народа особенность какая-то есть, да. Им, например, уютно, удобно, комфортно, может быть, безопасно, когда их много. Когда их там мало, меньше 30%, наблюдается вот такой процесс. То, что ты говоришь, села, ну, понятно, что урбанизация, людей переезжает в города, в основном и в городах сконцентрированы русские. Но и в городах, помнишь, мы же выкладывали там статистику на канале, и в городах-то много становится наших, то есть татар, башкир, там аж в 7 раз, что ли, где-то за 60-70 лет башкир стало больше в городе Уфа, например. Ну, даже вот, если взять твой Учелинский район, я знаю, что деревня Поляковка, явно русское название, да, там сейчас одни башкиры живут. Это я точно знаю, когда я там был, я иду по селу, там все башкиры, я говорю, а как деревня Поляковка? Ну, говорит, элек уртар, говорит, яшаганнер, хадр, говорит, уртар юг, кусип киттелер, весь, говорит, башкиртар, два бафта палдавар. Ну, понятно, как бы, да. Вот, и таких деревень много, на самом деле, в Заурале особенно. Потом, действительно, ты говоришь правильно, что города, ну, если взять численность городов, ну, даже вот не берем Уфу, а Зауралье города, Учелы за последние 30 лет численность башкир перевалила там за 50%. То есть русские покидают города эти, башкиры растут в численности. Сами города, мало того, сами города уменьшаются в численности. Они не растут в численности, а падает численность этих городов. И там растет
процентное соотношение башкир, а русское соотношение уменьшается. Вот у Чилы он уже там на 60%, по-моему, башкирский, башкиры. Сибай то же самое, хотя еще там недавно там русских было много, достаточно много. Баймак вообще в начале века это был, в начале 20 века это был русский поселок. Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет, да, что там, когда расстреливали они башкир, это был русский поселок. Вот, и русские строили его, основывали. Сейчас Баймак это 99,9% это башкиры. Вот. И Белорецке численность башкир растет. Везде как бы численность башкир, в Уфе в той же самой, да, численность башкир растет в городах действительно. А город сам по себе-то не растет в численности. То есть он как был, такой и остался там. И вот Казань, да, Казань там она практически растет, она сейчас уже 1,5 миллиона достигла. Туда действительно переезжает много и русских, потому что там жизнь богатая и хорошая, достаточно хорошие зарплаты. И сами татары туда вот уезжают очень много, с разных регионов других, потому что, своя республика татарская, да, то есть то же самое богатство, богатое имеется в виду. Поэтому вот этой статистике, то есть заканчивая если по демографии, я не верю. Я считаю, что на сегодняшний момент, если честно провести перепись, башкир будет явно больше, скорее всего. Либо может быть столько же, но русских явно меньше. Поэтому процентное соотношение явно качнется в нашу сторону. Вот. И наша, наверное, основная задача после того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, провести честную перепись, посмотреть, как говорится, правде в глаза, не обманывая как бы ни себя, ни других, вот, глядеть и посмотреть действительно, сколько башкир, сколько татар, сколько русских, вот, и уже исходя из этого там строить свою какую-то национальную политику. Да, я тоже хотел бы пожелание свое озвучить, потому что я его всегда озвучиваю. Ну, во-первых, так держать, дорогие братья, работайте, братья, как говорится, И сестры. рожают. Да, кстати, в первую очередь, сейчас про это тоже скажу. Хотел, как обращение. Работайте, братья и сестры в первую очередь. Вот я писал, что в данном вопросе может большая надежда именно на вас, женщин. Потому что если женщина примет решение, что она родит ребенка, у мужчины тут, в принципе, вклад такой небольшой. Понятно, что он тоже ответственность берет, воспитание, матуритып қарарға, маддияттан тәмин обеспечивать материально. Но вот женщины, если про это будут всегда думать, я говорил, давайте вот такой проект придумаем, +1. Пишут же, да, в плакатах +1. Вот если вы планировали 2 детей, сделайте просто +1 3. Если думали до этого только нам одного хватит, вот давайте +1, 2 это не такой большой труд, но вообще в целом для народа это большой вклад. И еще такой момент, вот когда мы говорим про этнический состав, те наши дорогие татары, наши соседи, соотечественники, земляки из Башкортостана, русские, тем более, уезжая из Башкортостана, они перестают вспоминать его совсем. Мы же говорили вот только что про какие-то особенности народов, да? То есть этнопсихология есть. Вот у наших соотечественников, земляков, которые всю жизнь прожили, деды, может, прожили в Башкортостане, как только они покидают Башкортостан, они перестают его вспоминать совсем. Я это заметил еще, когда он молодой был. Вот, например, в Египте, когда там люди из Башкортостана, там у них спрашивают, ты кто, откуда? Они говорят, Татарстан. То есть вот так идентифицируют себя. Это к чему? Вот Башкортостан, его проблемы, демография, какие села там расцветают, какие там умирают, это больше беспокоит только нас, башкир. Поэтому, дорогие братья и сестры, озаботьтесь, никому вот кроме нас так сильно судьба этой республики не интересна. Поспрашивайте тех, которые вот родились, выросли в Башкортостане, татары, тем более русские, интересно ли им говорить про Башкортостан. Они благополучно забывают свои дни.
Поэтому давайте немножко больше патриотизма, больше мыслей на этот счет и больше желания увеличиваться количественно. Еще вторую тему, которую я хотел бы сегодня, чтобы мы с тобой, скажем так, проговорили, наверное, да, это очень важная, очень острая тема. Ислам, да, ислам и башкиры. Вот, ну и вообще ислам в республике нашей Башкортостан. Сейчас периодически, скажем так, возникают острые дискуссии о том, что вот некоторые, скажем так, мусульмане, наши башкиры, татары в том числе, говорят о том, что вот в республике Башкортостан, когда она станет независимой, нужно устанавливать шариат. То есть это только спасение для нас, для всех. Вот. Что ты, как человек, который, скажем так, много десятков лет в исламе, который имеешь высшее образование исламское, который написал много книг по исламу, пользуешься авторитетом. Вот, что ты можешь сказать по этому поводу? Насколько реально у нас в Республике Башкортостан, скажем так, установить шариат и примет ли его общество? Для молодых горячих голов вот эти разговоры, да, что у нас будет шариат и будет все прекрасно, для слуха, для молодых, может, оно и приятно. Но ислам – это такая религия, она мудрая, работает как часики, такой четкий механизм. Ислам от нас не требует того, что невозможно хотя бы вот в обозримые 50 лет. Ну, шариат в Башкортостане. Мы же должны начать так, с изучения состава. А сколько вот мусульман, во-первых, в самом Башкортостане? Да? Вообще просто мусульман. Мы говорим про демографию. Какое количество мусульман? Хорошо. Дальше, вот из этих мусульман, сколько совершающих намаз? И вообще, понимающих серьезность вот этого слова шариат. Да? Кто-то, может быть, так просто понаслышке, но мы-то этим занимались вообще серьезно. По головам считали. Мы ходили в мечетях, там сколько совершающих намаз. Вы очень удивитесь, когда узнаете реальную статистику. Потом всех вот этих совершающих намаз вы просто как-нибудь соберите и побеседуйте с ними про шариат, про то, что представляет собой закон, да, шариатский, где его устанавливать и, главное, как и через кого. Есть знаменитые слова Дудаева, вот ему же это тоже в упрек ставили, нужно шариат, он ответил, говорит, мы-то мусульманское государство построим, но где мы возьмем мусульман? Вот, то есть я вот лично не говорю, что в современном мире не должно быть ни одного государства, где притворяется шариат, где люди вот именно по своей воле живут только по тому, как предписано в Коране, но это в определенных географических участках. Некоторые исследователи это называют наджаль, да, то есть есть сферы, в которых это возможно. Возьмите, например, Египет. В Египте 90% плюс-минус мусульман. И задайте себе вопрос, насколько реально там вот призвать и заставить людей установить шариат. Сколько видов препятствий вы найдете. Вы увидите, сколько противоборствующих среди этих же 90 и плюс среди внешних врагов. Там авианосцы США плавают, да? Рядом Израиль. Рядом еще куча других стран, у которых тоже свое мнение на этот счет. Там через Средиземное море Турция, у нее тоже свое мнение на этот счет. А почему, например, в Турции не установить халифат? Пойдите к Эрдогану, предложите это. Так это же предлагали Эрдогану, мало что ли предлагали? Узнайте, что стало с теми, кто это все предлагает. Не заниматься бы вот этой альт-историей. У меня сразу ассоциация в голове. Вот есть книги, называется альт-история, альтернативная история. Что там просто откатом назад берется вот период, когда Владимир Красносолнышко крестил, и как бы придумывается такая, фантастика, что он отказался крестить и всех в ислам
привел, да, ну, заставил мусульманами стать. И Русь стала исламской. Это вот. И вся книга начинается вот на этой волне. Исламская Русь. Там примерно вот так. Это все из раздела Аль-Истории. На сегодняшний день башкирам нужно освободиться от пяты Путина, от сапога Путина. Но в первую очередь не про шариат надо думать, а про то, как нам физически выжить, не превратиться в таких русских а-ля шаман какой-нибудь, да, а-ля Газманов или Киркоров, вот в этих не превратиться. Нам в первую очередь надо, ну, если условно сказать, нам сегодня надо черный хлеб добыть, а не думать про какой-нибудь виноград, иначе мы с голоду умрем. В данный момент вот примерно у нас такая картина. Мы умираем с голоду, а кто-то нам говорит, давайте, ребята, ну, достанем где-нибудь виноград. Ну, поэтому, знаете, вот сейчас у многих там возмущений будет много, будут люди писать, да. Если хотите это обсудить, мы можем обсудить на эти вопросы все более подробно ответить. Так, Ишмурат, Хазрат, смотри, я вот тоже хотел вот свое-то вот добавить. Я, конечно, не настолько погружен в исламскую тематику, не настолько знаю, как бы, да, все, скажем так, уставы, все догмы, скажем так, ислама. Но я считаю так, вот я смотрю как со стороны, да, то есть я сам соблюдающий мусульманин, сам делаю намаз, то есть, да. Но вот смотрите, во-первых, у нас в мире нету ни одного государства, где установился бы шариат, где жили бы ровно по всем законам шариата, но нету таких стран. Некоторые приводят в пример Афганистан или Сирию сегодняшнюю, да, там, вот. Я сомневаюсь, что сегодняшние наши жители Республики Башкортостан хотели бы жить как в Афганистане или как в Сирии. Ну, большие сомнения. Вот возьмите тысячи человек, у каждого разных национальностей, разных там возрастов, и спросите у них, хотят ли они жить как в Афганистане или как в Сирии. Я уверяю, что 99,9% скажут нет. Это раз. Не только по, скажем, экономическим трудностям, но и по законам, которые там, скажем, есть. Для многих те законы, которые там есть, это очень жесткие законы. Вот, они как бы, ну, не, за столько лет, скажем, жития в другой системе, они не готовы к этим законам. И невозможно их заставить. Это первое. Во-вторых, я считаю, что, как правильно ты сказал, что, во-первых, должно быть общество готово к этому, к принятию шариата. Мы даже, вот я говорю, мы даже не можем, скажем так, у нас нету примера успешного государства, скажем, где бы вот шариат был, и чтобы мы смотрели бы на него и сказали бы, вот действительно очень круто, мы так хотим жить. Нету пока такого успешного примера. Даже самые развитые страны, такие как там вот исламские страны, имею в виду, как, ну, вот, Арабские Эмираты взять, Саудовская Аравия и Турция. Вот возьмем три страны, да? Наверное, такие, наиболее такие, наверное, да. Турция, ясно, понятно, что там нет никакого шариата, там, да, там ислам как бы много где распространен, но и можно увидеть по улице, как девушка идет в никабе, и рядом прям девушка под ручку с ней вместе идут, разговаривают. Я сам лично видел такую картину. Идет девушка там, которая одета в футболку, там, в обтягивающую, там, да, в шортиках. Вот, есть такое. Возьмем там Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты. Вот Арабские Эмираты, там туристическая страна, куда там приезжают со всего мира. Есть магазины, где продается алкоголь. То есть, ну, я сомневаюсь, что в шариатской стране должны быть магазины, которые продаются алкоголь для туристов. Да, там есть алкоголь для туристов. Да, дальше, Мурат Хазрат. Очень хорошо, что напомнил Сирию. Я помню такую переписку, когда произошли в Сирии вот эти события, последние, свергли этого фараончика, да, из тюрем Асада. выпустили Да. людей. И, ну, понятно, что люди сидят, обсуждают в группах, и пишет один человек, что, да, что это шариат, это, ну, значит, про Джуляни он пишет. Да, он что, мусульманин, что ли? Он же не шариат установил там, ну, его ругают.
и указывают вот именно, как вот мы сейчас, да, по пунктам, что вот это он, например, не похоже это на шариат, где-то христиан привел к власти в качестве каких-то министров, он даже оставил некоторых, да, чтобы страна дальше функционировала. Там какие-то праздники уже начали устраивать, ну, сразу после свержения Башара. Я этому человеку пишу, вот ты подойди к тем людям, которые в тюрьме там сидели, не знаю сколько лет. Некоторые, возможно, вот маленькие и родились там. Много же было ужасно там картин людей, которые птиц не видели. Мальчик вырос, он спрашивает, а что такое птица? Да? Вот подойди к этим людям и скажи, тот, кто вас освободил из этой тюрьмы, это не хороший человек. Он не шариат устанавливает. Он вас просто вот из этой тюрьмы спас. И сейчас он установит свой режим, диктатуру свою установит. Ты докажи им, что он плохой человек. Вот. Примерно такая же картина. Если люди находятся там в концлагере, пусть это не такая тюрьма, как Сидная в Сирии, но по факту это вот концлагерь, где вы сейчас еще переписки, мессенджер у вас будут свои российские, да, Макс, у вас будет мессенджер. Вот, вас освобождают из этого концлагеря, дают вам банальные свободы, и вы, ну, что вы скажете? Нет, нам шариат нужен, нам не нужны нам такие свободы. В данный момент вам не до жиру, а быть бы живу. Вы посмотрите, что сделали мусульмане. Они не декларируют, что они строят шариатское государство. Они говорят, просто нам нужно, банальная свобода и просто, чтобы нас не убивали, чтобы нас не держали в тюрьме. Но я имею в виду на примере Сирии. И таких мест на планете очень много. Россия оттуда же, кстати. Так вот, я к тому, что на сегодняшний момент у нас нет образа государства, которое бы соответствовало, во-первых, шариату, и где бы население как бы жило бы, вот, радовалось, да, вот тому шариату, который там установлен. У нас нет образа, в первую очередь. А уже у нас действительно из Башкортостана, который сам находится в колониальном положении, который сам не свободен, уже тут же хотят его освободить и сделать вот из него какое-то шариатское государство. Как я сказал, даже примеров нету такого государства, которое они хотят сделать. Это первое. Во-вторых, чтобы шариатское государство было, для этого нужно, чтобы население хотело этого. То есть ты же не можешь как бы прийти и заставить всех вот одеть, скажем так, всех женщин там нарядить там в никабы, потом там установить шариатское там законы, расформировать все конституционные суды, там такие суды, там демократию, все вот, то есть сделать так, как должно быть по всем законам шариата. То есть, да, вот, есть, конечно, там много что, то есть вот такое сделать сейчас, для этого нужно подготовить население. Но ислам пришел в мир как? Он пришел через, в основном, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, распространял ислам через убеждение. Через убеждение много лет к нему приходило все больше и больше, скажем так, сподвижников. Почему? Потому что они видели в нем человека, который действительно несет там, что-то такое новое, хорошее. Он через убеждение, через свои праведные поступки, привлекал на свою сторону людей. То же самое я считаю, что и к шариату население должно быть готово через убеждение. То есть, вот условно, те люди, которые хотят установления шариата, они должны начинать убеждать население через разъяснение, через какое-то там, скажем так, успешные поступки свои, через идеологию, которую они будут распространять. То есть, это борьба идеологии. Будет бороться там идеология, условно, национализма, идеология там демократии, идеология там либерализма, идеология ислама. То есть, да, вот в нормальном государстве. Мусульманская фракция. Да, мусульманская фракция в парламенте заседает. То есть ее, во-первых, она должна пройти 5% барьер, чтобы пройти вообще в парламент. То есть ее должно поддержать как минимум 5% населения. Если ее не поддержит, даже за нее не проголосует даже 5% населения, это говорит о том, что значит она не имеет никакого влияния, никакого авторитета
среди населения. Условно, она набрала 5%, 5% таких вот прям идейных мусульман проголосовали за эту партию, она прошла в парламент. Постепенно, как бы вот она начинает предлагать законы какие-то, они голосуют, население все больше и больше, скажем так, склоняется к исламу, проходит 10 лет, проходит 50 лет, проходит 100 лет. Исламская, скажем, партия через выборы, через честные выборы, с каждым разом все больше и больше набирает процент в парламенте. Постепенно они берут большинство, ставят своего премьер-министра, и потом проводят референдум какой-то, да, условно там. Мы меняем, скажем так, конституционный строй, хотим построить халифат, да, и установить законы шариата. Как вы на это смотрите? К этому моменту, если за него проголосует население, действительно, на честных выборах, все, мы же честно хотим как бы жить, да, вот, проголосует население и примет это. Соответственно, это уже образ будет совершенно другой страны, если посмотреть вот к тому моменту, когда население будет готово проголосовать. Это уже будут все, практически 90, как ты говоришь, в Египте, 90 с лишним процентов населения, это будут соблюдающие мусульмане. Вот. И тогда они, возможно, захотят шариат. Но чтобы к этому прийти, вы должны готовы как-то работать с этим, как-то убеждать, как-то своими делами показывать. А когда вы просто сейчас говорите, так, все, Башкортостан станет независимым, мы сразу установим шариат, как бы, кто не согласен, все, тех под нож, как бы, ну, так не бывает. Тот референдум, про который ты говоришь, ну, скажем так, моделируя, давай честно скажем, это не в наше поколение, да? Конечно, Но в качестве такого предложения давай что-то попроще смоделируем. Вот, например, мусульманская фракция предлагает: дорогие депутаты, избранники от народа, мы вносим такое предложение, что в сельских поселениях не будет продаваться алкоголь, если большинство за. Давай примем этот закон. Почему бы нет? Вот мусульманская фракция предложила такой хороший закон. Проголосовали, пропустили. Но если сами не хотят, деревенские жители, допустим, почему? А что их заставлять, что ли? У вас должен быть алкоголь в магазине. Протащили, как сейчас выражается, этот закон, проголосовали, и все. И вот эта хорошая акция, которая когда-то проводилась, Аек Ауэл, и она пошла в массы. Здесь водка не продается, извини, потому что, например, 65% жителей не хотят его. Если не хотят, ты почему ему навязываешь, да? Хочешь там, грубо говоря, бухать, вот езжай в соседнее село, там продается, например, да. Но здесь имей в виду, что большинство не пьющие. То же самое насчет азана или каких-то других положений. Это все честно и адекватно, да? Такие вот. Да, ну и то же самое. Но они полезны. Да, то же самое там, допустим, со свининой. Вот если взять как бы село Башкирское, где в магазинах, соблюдающие все мусульмане, нет алкоголя, соответственно, и свинину никто есть не будет, она не будет продаваться. Соответственно, никаких, и чем больше будет население, которое не будет есть свинину, соответственно, тем меньше будет каких-то агроферм, вот, где там, да, свиные агрофермы, они не будут распространены, а будут там овечьи какие-то, там, КРС, там, да, крупнорогатый скот, табуны лошадей будут больше развивать, свинина будет уменьшаться. Почему? Потому что мусульманская республика и люди все больше и больше соблюдают. То есть, вот, постепенно вот так вот оно приходит, а не так, как вы хотите сразу, то есть все шариат и все как бы, но так же не бывает. Я надеюсь, что как бы мы, наверное, своими доводами как-то донесли, наверное, свою мысль до... Мы хорошую тему подняли. Это хорошо. Как-нибудь и развивать надо, и добавлять. Да, надо развивать это. Мы, еще раз говорю, мы не против. Я сам как мусульманин, я не могу быть против мусульман. Но давайте ко всему подходить как бы спокойно. Я заметил одну большую такую вот тенденцию, что те мусульмане, которые только недавно пришли в ислам, буквально там несколько лет всего, там год, два, там, может там 3 года, которые еще мало каких книг прочитали по исламу, которые там мало знают, что вот, прочитали там 2-3, вот они таким, знаете, вот это как, есть люди, которые куда-то вот что-то приходят, и их это захватывает, да, вот они прям бросаются в это, во все, там,
в омут с головой, как говорится, да, то есть яростно, там, идейно, они несут это везде, стараются пропагандировать везде, вот, это, я не говорю, что это плохо, это хорошо, но для того, чтобы ты что-то там идейно, скажем так, агитировал людей, заражал их своей идеей, ты должен знать о том, о чем ты говоришь. То есть ты должен быть сам масштабно погружен в нее, скажем так, усилен знаниями вот того ислама, да, который ты хочешь нести людям. Вот. Ты должен сам быть настолько, как скажем, образованный в исламе, чтобы мог на любой вопрос, на любой, дать любой ответ. То есть, да, как бы грамотно поставлен с точки зрения ислама. И что я заметил, что люди, которые много лет в исламе, которые действительно погружены в эту тему, имеют образование, читали много-много книг разных авторов, они, как правило, вот так вот фанатично не требуют никакого шариата, они не насаждают людям, там, не спорят с ними, не там как-то вот, агрессивно, в общем, не давят людей. Они прекрасно понимают сложившееся положение вещей на сегодняшний момент, что, вот как ты сам правильно сказал, Хазрат, на сегодняшний момент что мы имеем в республике, какое население мы имеем в республике, да? На какой ступени стоит вера у нас в республике. И вот и я не вижу от тебя, я не видел от того же Сагита Исмагилова или от кого-то других вот этого агрессивного насаждения ислама. Не было. Вот, именно молодые люди, которые приходят, вот у них все, то есть как бы вот это вот прям агрессия, то есть агрессия с таким вот упорством, мы все должны, все это и по-другому никак, там шариат, халифат, по-другому никак. Поэтому я как бы хочу здесь сказать что нужно, мне кажется, больше знать о том, что ты как бы несешь в массы. Да, очень важная и интересная тема. Оценка обстановки, что мы имеем, куда мы должны двигаться, да, что в первую очередь, что во вторую очередь. Но если вот с точки зрения догм веры сказать, человек, живя в абсолютно шариатском государстве, может попасть в ад, да, из-за каких-то грехов, не исполняет какие-то основные вещи. И наоборот, человек, живший, проживший в условной Америке там, или может даже в Северной Корее, может попасть в рай, потому что он работал в первую очередь над собой. Вот в данный момент, например, нам надо исправлять отдельных людей, то есть людишек, если так можно сказать. То есть их надо спасать, у которых в голове либо пусто, либо кроме телевизора Соловьева ничего нету. Им, какой шариат? Их бы к азам веры привести. То есть никакого же имана нету у многих людей, да? Что я сейчас буду, например, вот человек лежит, если он пьяный валяется, я его разбудил, там, эй, вставай, давай, будем шариат строить. Нет, я с азов же надо начать, ля иляха илlallah. Шариат на каком месте? Может, даже его сын до этого еще не дорастет. Он должен шахаду сперва признать, да, принять, произнести шахаду, и то есть как бы должен понять вообще, что он хочет принимать, какой он ислам, что в нем есть положительного для себя. То есть он должен все это как бы прочувствовать, а просто от того, что он физически произнесет это слово, как бы, а дальше пойдет дальше бухать, как бы, от этого смысла нет никакого, наверное. Да. Момент, нюанс. Плюс, если взять сегодняшний наш Дум РБ, ну и вообще муфтияты по всей России. То есть это тоже отдельная тема. Но вот люди, которые как бы ислам двигают в массы, как говорится, там, да, вот вроде бы должны быть люди, которые должны быть соблюдать все каноны там по всем, вплоть до буквы Корана там, да, и всего, и сунны пророка. Но как эти люди абсолютно там ведут совершенно аморальный образ жизни, там кто-то имеет любовниц, кто-то там отправляет людей на войну против там Украины, считая это там священной войной, там, да. Мне кажется, воруют деньги, там, да, на мечеть, напомню, наша многострадальная мечеть Ар-Рахим, которая уже столько лет не может быть достроена. Почему? Потому что, просто деньги куда-то пропадали со счетов, которые контролировали кто?
наше духовенство исламское. Вот здесь тоже как бы, как ты считаешь? Есть вот такой вопрос мне задавался Хазрат. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, нужны ли нам думы? Или нужно вернуться в то время, когда до того момента, когда был создан первое духовное управление мусульман Екатерины II, до него не было никаких духовных управлений мусульман. Все жили мусульмане вот своими уммами, были свои, скажем так, известные, авторитетные имамы, хазраты, муллы, в тех или иных, их всех знали, они были уважаемые, почитаемые, в каких-то менее известные, потому что там, ну, силой слова в меньшей степени обладали. Вот. Но не было какого-то вот концентрированного такого управления. То есть, как ты считаешь, так нужно или вот как сохранить, как сейчас есть? Ну, про думы разные, про духовные, так называемые, управления мусульман. Ну, вопрос очень простой. Когда Россия пройдет трансформацию, как я пишу же БТР, да, большая трансформация России, БТР, вот это когда пройдет, куда денется ФСБ? Вот такой вопрос. Эта структура, она куда канет? То есть что с ней станет? Ее расформируют. То есть просто навсегда эти буквы забудут, а этих людей, ну, будут тихонько подвергать там иллюстрации, опрашивать, допрашивать по уровню того, что они там наделали, натворили, да, будет с них спрос. Вот, то есть ФСБ пропадет. Если пропадет ФСБ, тогда пропадут и думы. В этом никакого секрета нет. Это могло, ну, лет 30 назад, может быть, было бы большим секретом, когда все-таки как-то старались не афишировать вот этих контактов духовных управлений с ФСБ, что это по сути та же самая структура, просто продолжение. Вот не пальцы, а ногти, наверное. Вот ногти ФСБ. Да. Рассматривать их как организации, представляющие мусульман, занимающиеся интересами мусульман, это вообще несерьезно. Давно даже уже не смеется никакой серьезный человек над этим. Поэтому, думаю, они просто пропадут. Это суть те же самые отделы ФСБ. Ну, они же это не скрывают. Там мало ли было разных там скринов информации, да, что нам это не одобрили. Мы, если надо, туда вас отправим. Если надо, туда сдадим. Да, это же уже давно вылилось в пространство. Поэтому серьезно. Это точно такой же отдел, просто это микроотдел, расположенный на другой улице. Другие люди туда представлены. Люди же тоже не молчат, те, кто там работает, да, они сами говорили мне когда-то, ну, мы не можем, нам позвонили, сказали, что нельзя. Какие-то даже вот такие банальные вопросы. Грубо говоря, надо в какой-то район съездить и где-то провести плов. Ну, извини, Шмат, мы не можем, мы туда позвонили, вот такой-то агай нам сказал, лучше туда не ездите. И что мне после этого кто-то будет доказывать, что этот дом РБ это какая-то мусульманская структура? Вот. Но, микроотдел ФСБ. так вот отсюда истекает вопрос, который как бы вот я хотел бы, ну, чтобы мы все-таки поняли дальнейшая судьба. То есть в независимом Башкортостане должна ли сохраниться структура Думы РБ, ну, условно заменив всех там людей, которые, вот, скажем так, опорочили, наверное, да, вот это вообще всю саму структуру, весь ислам, вот, который, да, вот их заменить, поставить туда нормальных людей, истинных, как бы, мусульман, которые вот не запятнаны, не как бы вот таких людей с чистой душой, с чистой совестью, либо вообще устранить эту структуру и вот просто без нее. Как ты на это вот смотришь? Да, напомнил-то. Министерство по делам религии. Все. Министерство по делам религии, где в равной пропорции будут входить какие-то представители, и они между собой будут договариваться, где вот мечеть должна стоять, где какая церковь. Например, есть, я думаю, мечети, ну не мечети, церкви, наверное, переделанные из чего-то, из каких-то там других зданий, да, культурных. Ну, защита прав верующих. Вот
У кого-то будут отнимать мечети, церкви и превращать их в мечети, что ли? Или отняли мечеть, превратили в клуб, в ферму какую-нибудь. Например, вот чтобы такого не было, ну пусть договариваются представители. Ну, именно, я считаю, должно быть министерство с равными там правами, без всяких там кувалд сверху, без всяких, значит, там указив откуда-то, делайте так, делайте вот так. Министерство это вот тот объем работы, который делается в сфере религии, ну, в общем, если взять в Башкортостане и православие, права и христиан, мусульман, там какие-то другие религии, это большой объем работы, его хватит на целые министерства. Вот так. Кстати, по поводу превращения церквей в мечети и наоборот, я хочу вот здесь пример взять с Западной Европы. В Англии нас как бы вот почему я говорю о том, что как бы ислам должен сам постепенно как бы да расти среди населения и люди должны как бы сами приходить к нему. Вот Европа очень яркий показатель. В странах все больше и больше мусульман. И, ну да, приезжают, согласен, там, да, мигрантов очень много, но и их дети же не превращаются в христиан, живя в христианской стране. Они продолжают оставаться мусульманами, и мусульманская умма растет все больше и больше. Мечети становятся все больше и больше. И церкви, многие у них сегодня в той же самой Англии или других странах, они пустуют. Там нету там прихожан. И многие церкви вынуждены сегодня закрываться, и они продают здания мусульманским общинам, которые эти церкви переделывают в мечети. Вот как бы ну, цивилизованный, скажем так, да, переход от одного к другому. Население замещается постепенно, становится все больше и больше мусульман. И почему? Потому что сами англичане не рожают людей, или там англичане, или другие как бы, да, страны. Немцы тоже самое. Они не рожают сами детей в таком количестве, чтобы увеличиваться в численности и, соответственно, было бы как бы сторонников своей религии христианства, там, протестанства или католизма, то есть их, чтобы их было все больше и больше, чтобы они там максимально как бы были больше мусульман. Этого нету, они уменьшаются, мусульмане растут, и происходит замещение населения. Как в Коране сказано, Ишмурат Хазрат, да, мы вас, если вы не будете соблюдать законы, мы вас заменим другим народом. Правильно же? Вот примерно дословно, что да, вот. Здесь происходит вот, что народ, который отходит от своей веры, замещается другим народом. В данном случае христиане замещаются мусульманами. Нету никакого захвата, физического захвата страны. Нету такого, что там приехали, всех вырезали или там заставили там принять ислам. Сейчас этого нету. Сейчас все идет через, ну вот, через людей, через население. Один народ не хочет рожать, соответственно, не хочет развиваться как физический организм, уменьшаясь в численности. Мусульмане хотят и рожают, и увеличиваются в численности, и захватывают, захватывают в виду, как постепенно доминируют во всех сферах. Сейчас мэры городов замещают, да, мэры городов становятся мусульманами, там депутаты различные, премьер-министры, то есть становятся мусульманами. Постепенно они, скажем, забирают власть в свои руки. И я не удивлюсь, что через 100 лет, скажем, там Англия или Германия, но не через 100, пусть через 200 лет станет вполне мусульманской страной. Сама по себе постепенно она к этому придет. Вот как бы о чем идет речь здесь. Поэтому, как бы, да, вот во многом согласен Ишмурат Хазрат. Если кто-то скажет, что это слишком жирно для вас, Министерство по делам религии, ну, может быть, какой-то другой орган, координирующий действия, и все. А не вот эти ставленники непонятно кем, непонятно от кого и непонятно зачем. Эти ставленники, если посмотреть, чем они занимаются, да, за этими красивыми словами такая же политика, такая же ненависть, ну, такие же там двойные интересы. Вот все, что творится в сфере политики, просто абсолютно зеркально то же самое происходит вот среди верующих. Поэтому не надо думать, что это какие-то более одухотворенные люди, которым чужды стяжательства, чужды интересы там
каких-то зданий, бизнеса. Нет, и нет, и нет. Выкиньте это. Тем более, как я сказал, прошедший вот такой фильтр. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать всех тех людей, всем тем людям, которые боятся, скажем так, независимости, что здесь будет какой-то там, я не знаю, кошмар твориться, что мы там башкиры, что мусульмане начнем там выгонять, там убивать, резать или что-то там других людей, не нашей веры, там не нашей национальности. Это все сказки, это все ложь. Нам нужны все люди абсолютно. Мы не претендуем, чтобы всех там, скажем так, подавить, поработить, там, обернуть в нашу религию там, силой как-то. Нет, все это мы хоть собираемся строить нормальное демократическое государство, выборное, где люди будут приходить к власти через выборы, через мнение населения в первую очередь. Вот. И наша задача, чтобы все жители республики были богатыми, жили в богатой стране, получали на своей работе хорошие зарплаты, могли путешествовать по всему миру, ну и жить, радоваться жизни, где тебя никто не принуждает, ни к чему, нет никакой там идеологии сверху, никто тебя не заставляет не учить свой там, то есть не запрещает твой родной язык, твою культуру и так далее, твою религию не оскорбляют. Ну, в нормальной стране хотим жить, в свободной стране. И чтобы все другие также жили и уважали коренное население, в первую очередь, конечно же, государство образующего народа. Швайт? Аминь, аминь. Лучший опыт наших соседей, кстати говоря, вот по разным направлениям, как продвинулись и Казахстан, Кыргызстан, да, там прекрасное сочетание иногда, такой синтез, где надо и религиозные ценности, ну, по сути, для них традиционный мир, то есть межконфессиональная дружба. То есть вот русские в Казахстане, они что, выучившие казахский язык, это очень уважаемые люди, они занимают посты. В других республиках то же самое. То есть у кого и чему учиться, одним словом. Да. На этом все. Рахмет Баргова. Спасибо, что смотрели. До следующих встреч. Канал Руслана Габасова. Подписывайся, ставь лайк и распространяй это видео.